Здравствуйте, в эфире очередной выпуск футбольной программы на БСТ. Наш девиз «Футбольный клуб Уфа. Даешь премьер-лигу». И вот главные темы сегодняшней программы. По маршруту Нижний Новгород-Уфа. Гаджиев пришел новый тренер, он рассчитывал на своих футболистов. Представление новичка. Матч недели. Пока пережду маленько здесь. Возвращение Губайдуллина в башкирский футбол. Проверка дублем. Есть перспектива. Новички Уфы показали товар лицом в третьем дивизионе. Передача опыта. Не только мне это будет полезно. Мастер-класс для юных вратарей. Начнем по традиции с отчета об очередном матче футбольного клуба Уфа в футбольной национальной лиге. Наша команда играла в северной столице против Петротреста. Хозяевам удалась ударная 10-минутка в середине первого тайма, когда Ершов, а затем Андреев поражали ворота Евгения Кобызева. При этом, когда забивался второй мяч, не обошлось без позиционной ошибки нашего голкипера. Тренерский штаб уфимцев на протяжении второй 45-минутки заменами и перестановками на поле пытался усилить игру подопечных, но удалось лишь забить мяч престижа. Уже в добавленное время результативный дальний удар записал на свой счет капитан Михаил Попов. 1-2, тем не менее, Уфа сохранила позицию в квартете сильнейших ФНЛ. Ну, видимо, немножко, может, подустали, что-то не повезло. Может, неправильно готовились. Но ни одна команда не застрахована ФНЛ от каких-то, может, неудач. Я считаю, что из тех 10 игр, которые мы сыграли, да, это, может, не самая лучшая игра, но мы старались, выходили. Пусть первый тайм, да, провалили, во втором тайме выходили, пытались отыграться. Не получилось, сейчас готовимся к следующим играм, я думаю, дальше все получится. Сейчас у нас перерыв 10 дней, серьезно готовимся в двухразовом режиме, поэтому будем ждать следующих игр. На прошедшей неделе завершился период заявок в футбольной национальной лиге. Буквально за 2 дня до дедлайна кого только в Уфу не сватали, в том числе и экс-нападающих сборной России. Дмитрия Кириченко, Романа Адамова и даже Дмитрия Сычева, но их в Уфе пока не будет. Тем не менее, футболки Уфы примерили Игорь Безденежных, Андрей Киреев, Андрей Михеев и Никита Маляров. Последнему мы задали несколько вопросов. Ощущения хорошие. Вот вчера первый день мой был тренировочный. Ребята очень хорошо встретили меня. То есть атмосфера в коллективе мне очень нравится. Так что все хорошо пока. Я родился в Москве. Большую часть времени провел в школе «Спартак-2», а потом последние 2 года перед выпуском играл за московское «Динамо». После выпуска я играл во вторых лигах 3 года. Потом попал в Нальчикский «Спартак» в 2010 году в премьер-лигу, то есть там отыграл 1,5 года, и потом меня «Волга» купила тем летом. Год я провел в «Волге», и сейчас я в аренде в ФК Уфа. Чему очень рад, если честно, мне очень здесь нравится. Постоянно, в принципе, шел на повышение, там из второй лиги, там более такие сильные, серьезные команды. Потом в Нальчик сразу в премьер-лигу попал. Ну а «Волга» это все-таки новый уровень был, там другие условия и все. То есть более солидная команда, чем Нальчик, поэтому как-то вот так. Гаджиев пришел новый тренер, он рассчитывал на своих футболистов. А мне как-то не находилось в его схеме, видимо, места. Позвонили из Уфы где-то 20-х числах августа. И, ну, пока там переговоры прошли, пока вот так я здесь. Их предложение очень заинтересовало президент, генеральный директор Газизова, него больше всего исходило желание. Ну и, конечно, это главный тренер хотел видеть. Конкуренция здесь серьезная, но если бы боялся, наверное, сюда не пришел. Так я готов к конкуренции, готов доказать, что достоин места в составе. Я хочу, конечно, в ближайшей игре уже помочь команде. Ну, насчет 100% не знаю, я давно как бы не тренировался в общей группе. То есть в основном легкой атлетикой занимался. Следующим соперником Уфы в рамках первенства ФНЛ станет Нижнекамский нефтехимик. Это еще одна команда, прошедшая отбор через сито 2-го дивизиона Урало-Поволжской зоны. Итак, представляем нашего очередного соперника. «Нефтехимик» – футбольный клуб из Нижнекамска. Профессиональный статус имеет с 1991 года. 2007 является фарм-клубом казанского «Рубина». Нижнекамская команда не нуждается в особых представлениях уфимским болельщикам. До недавнего времени «Нефтехимик», как и Уфа, выступал в зоне Урал-Поволжья 2-го дивизиона. Именно клуб из Татарстана не позволил горожанам выйти в ФНЛ в прошлом сезоне по спортивному принципу. В межсезонье команда сменила наставника. Теперь «Нефтехимик» возглавляет Дмитрий Агай, один из лучших тренеров в истории Казахстана.
а состав коллектива пополнили игроки, принадлежащие казанскому «Рубину». Самым удачным следует признать приобретение Игоря Портнягина. На данный момент он возглавляет гонку бомбардиров ФНЛ, забив 8 мячей, 5 из них с пенальти. Еще недавно на европейской арене сверкал грузинский защитник Соломон Кверквелия. Имеет международный опыт и первый абхазский футболист в истории Лиги чемпионов Анри Хагуш. Знаком болельщикам из Башкортостана экс-игрок «Горняка» Манучехр Джалилов. Есть в команде и опытные футболисты, среди которых можно выделить голкипера Сергея Лосева и капитана Тамерлана Варзиева. В текущем чемпионате новичок ФНЛ громко заявил о себе уже в третьем туре, обыграв «Спартак» Нальчик. В то же время «Нефтехимик» стал первой командой в этом сезоне, уступившей подмосковным «Химкам». А в игре против ТАМИ нижнекамцами был забит едва ли не самый красивый гол в этом розыгрыше ФНЛ. Его автором стал Алишер Джалилов. Нефтехимик вообще в этом, наверное, в этом сезоне, вот, попав, значит, в ФНЛ, показывает и, на удивление, очень сбалансированную игру. И не зря, значит, идут тоже по наборным очкам, команда очень высоко стоит. И самое главное по игре, вот, то, что мы эти матчи видели, и все, значит, отмечают эту команду, в общем-то, очень непростой соперник, и я думаю, что здесь игра будет... Ну и простых-то и нет соперников, но «Нефтехимик» здесь в этом, значит, из этой когорты так выделяется команда. И еще об одной башкирской профессиональной команде. Учелинский «Горняк» продолжает коллекционировать поражения и опустился на последнюю строчку во втором дивизионе зоны Урал-Поволжье. Смена тренера не помогла. При Дмитрии Радюкине на своем поле «Горняк» проиграл Ульяновской «Волге». При этом до начала сезона учелинцы позиционировались в качестве плацдарма для обкатки доморощенных башкирских игроков. Но, однако же, пока они выходят только на замену, надо что-то делать. Тем временем экс-игроки «Горняка» удачно выступают в своих новых командах. К примеру, Алексей Сапогов. После 17 голов за «Горняк» в первенстве второго дивизиона 24-летнего нападающего приметил клуб премьер-лиги «Нижегородская Волга». В элите Сапогов забил уже трижды, а накануне отличился и за вторую сборную России, приняв непосредственное участие в разгроме молодежной сборной Турции. Такие голы, безусловно, запоминаются. Теперь о полупрофессионалах, то есть командах, которые выступают в третьем дивизионе первенства России. В нем нашу республику представляют дублеры футбольного клуба «Уфа», в составе которых для получения игровой практики периодически появляются игроки основы, рассказывает Артем Кочешев. Рядовая встреча первенства России против смены из Екатеринбурга была отмечена целой россыпью громких имен у дублеров горожан. В составе уфимцев на поле вышли сразу 3 футболиста, выступавшие за различные сборные России. Двое новичков команды мастеров Никита Маляров и Андрей Михеев имеют опыт игры за вторую команду. А Юрий Кириллов совсем недавно вернулся из расположения молодежной сборной. Все трое нуждаются как в воздухе в игровой практике. Встреча получилась для дублеров Уфы очень сложной. Смена уже к 16-й минуте вела 2-0. Горожане дважды по ходу первой половины били пенальти, но отличились лишь раз. И все же в концовке уфимцы склонили чашу весов в свою пользу. Решающий гол на счету Юрия Кириллова. 3-2. Суперволевая победа Уфы-2. Не реализовали пенальти, немножко мандраж, нужно было отыгрываться. Ну, видно, что ребята молодые, но есть перспектива, но нужно где-то повнимательнее играть, более, наверное, просто. После отчетного матча подопечные Макича Микеляна занимают 7-ю строчку в таблице, набрав 9 очков в 7 матчах. Следующую встречу уфимцы проведут против Урала дубль из того же Екатеринбурга 17 сентября. Подходит к концу первый этап первенства республики. Практически определилась шестерка, которая продолжит борьбу за медали. В центральном матче недели встречались дублеры футбольного клуба «Уфа» и действующий чемпион Юрматы из Салавата. Об узелках и интригах этой встречи Рустам Хабиров. Этот матч по праву считался одним из принципиальных в туре. Помимо того, что Юрматы действующий чемпион, в его составе играет лучший бомбардир первенства республики Дмитрий Першаков, который в этом сезоне также параллельно выступает и в третьем дивизионе чемпионата России, но уже за уфимскую команду. Дмитрий Першаков уже провел несколько матчей за свою новую команду, а вот проявить себя против Уфы-2 у него не получилось. Поэтому уже в начале второго тайма наставник Юрматов Андрей Захаров усадил на скамейку лучшего бомбардира последних чемпионатов республики. В первую очередь, но мне наоборот интересно даже так сыграть против Уфы, как сказать, потому что в чемпионате Башкирии я играю за Юрматы. Психологически нелегко было настроиться, настраивался на борьбу, старался забить.
Но был в составе словацкой команды и свой джокер, новобранец, воспитанник башкирского футбола Артур Губайдуллин, который отыграл, как и положено, 90 минут. В прошлом футболист выступал за Стерлитамакский Садовик и Уфимскую Башинформсвязь, Динамо из Вологды и футбольный клуб Сахалин. В первенстве страны среди команд первого и второго дивизионов он сыграл 63 матча и забил 3 мяча. В этом году я был в Новотроицке, там не сложилось, приехал сюда, команду себе найти не смог. Вот. Как бы на данный момент лучшая команда Башкирии, Юрматы, я считаю. Думаю, играть еще хочу продолжать. Все-таки возраст позволяет. Ну и пока пережду маленько здесь. Зимой постараюсь найти очередную команду. Выше рангом, выше уровнем. Приняли меня нормально, я их знаю давно, с детства. Поэтому как бы в коллектив вошел нормально, я считаю. Ну и думаю, перспектива на следующий год будет приличной, потому что Юрматы собираются играть на 3-ю лигу КФК. Думаю, все будет хорошо. Сама игра получилась непредсказуемой. Салаватовец Антон Севцов дважды выводил Юрматы вперед. Однако Александр Тарасян и Ельмир Якупов, забив 2 гола, в итоге сравняли счет. В очередной раз обыграть соперников на классе Юрматам не удалось. 2-2. Передача опыта подрастающему поколению. Накануне вратари футбольного клуба Уфа Евгений Кобызев и Дмитрий Изотов, а также тренер голкиперов Евгений Корнюхин провели мастер-класс для воспитанников детско-юношеской спортшколы Уфы и Республики Башкортостан. Футбольный мастер-класс с участием профессионалов прошел впервые в истории башкирского футбола и стал знаковым событием для всех воспитанников футбольных школ республики. В тренировке под пристальным взглядом профессионалов приняли участие 22 юных вратаря. Практическое занятие совместно с теорией проводилось с наглядными примерами и индивидуальным подходом к каждому из участников. Помимо тренировки, юные голкиперы приняли участие в фотосессии, которая продлилась около получаса. Мне хотелось бы, чтобы почаще проводились такие мастер-классы. Я думаю, что не только мне это будет полезно, но и детям, потому что, скажем так, что со многими, ну, я беглый взгляд, со многими мало работали или не работали совсем. Поэтому мы своего вратаря в Башкирии все же должны воспитать. На этом все. Наш девиз «Футбольный клуб Уфа. Даешь премьер-лигу». Смотрите нас еженедельно на канале БСТ и любите эту игру футбол. Самую популярную игру на планете. Я сейчас по девяткам начну бросать. Готов? Ну упади хоть для приличия, то что ты, тут камеры снимают, ёлопа, скажем, я вам поддаюсь. Я сказал. Вы тоже похитрее будете, пока телевидение здесь, будем использовать каждый шанс. Давай! Вот это, да, почти что уже воспитали. Готов? Солнце ярче брызни, золотыми лучами обжигай. Эй, товарищ, больше жизни, поспевай, не задерживай, шагай. Чтоб и тело, и душа были молоды, были молоды, были молоды. И не бойся ни жары, и ни холода, закаляйся, как сталь. Sempre